Социальный работник – это тот, чья работа не афишируется, но эта профессия жизненно важна для тех, кто не может о себе позаботиться. В Верхнеуральском управлении социальной защиты населения и труда сейчас 35 сотрудников. В каждом населенном пункте социальные работники заботятся об одиноких пожилых людях, инвалидах, решают их личные и социальные проблемы. Социальный работник – это непростая работа. Человек, решивший стать социальным работником, должен любить людей, искренне хотеть помогать. Также социальному работнику необходимо уметь оказывать первую медицинскую помощь, брать на себя ответственность в принятии сложных решений, быть хорошим психологом, обладать такими качествами, как ответственность, порядочность, коммуникабельность, тактичность и иметь хорошие организаторские способности и лидерские качества. Появились новые меры социальной поддержки населения для семей с детьми и малоимущих слоев населения, как социальный контракт. Этот социальный контракт предназначен именно для вывода семей из трудной жизненной ситуации. И воспользовались этим очень много семей и одиноких людей. Работа наша полностью компьютеризирована. Работаем в республиканской программе АИС «Адресная социальная помощь». Так что обращения приходят к нам не только с нашего улуса, но и со всей республики. И, как прежде, у нас очередей нет для того, чтобы сдать документы или получить какую-то справку. Все заявления подаются через госуслуги и через МФЦ. Моя работа связана с работой по назначению и выплате региональных и федеральных выплат ветеранам труда, ветеранам тыла и инвалидам. Еще с прошлого года у нас в связи со специальной военной операцией появилась новая мера соцподдержки для семей военнослужащих. Это единовременные денежные выплаты семьям. И при ранении военнослужащих тоже единовременные выплаты военнослужащим. И есть тоже в связи с гибелью военнослужащих. Общими усилиями они помогают нуждающимся найти работу через программу «Поиск работы», оформляют соцконтракты для открытия своего дела. Например, Анна Трофимова недавно открыла свой тату-салон. Получила 350 тысяч рублей и купила необходимое оборудование, чтобы увеличить свой доход и услуги. Занимаюсь удалением лазером тату и татуажей и рисую татуировки, делаю. В основном клиенты в среднем где-то 30-40 лет. Женщины в основном. Раньше работала в детском саду психологом. У меня хобби рисовать, и поэтому как-то неожиданно пришла эта идея. Джулустан Лазарев развивает личное подсобное хозяйство, занимается свиноводством. В дальнейших планах у него строительство теплицы, столярной мастерской и увеличение поголовья коз. У меня 4 свиньи, и помимо них 3 козы. Местные они. Молоко это диетическое, и для здоровья она полезная. Мясо не пробовал еще. Если поголовье увеличится, думаю, попробую. Неперехотливые, они только сено и чуть-чуть корма даю для коз. И все. Доить пробовал, да, в прошлом году. 3 литра давали. Одна эта коза 3 литра давала. С пастбищем пока тут во дворе держу, а потом в будущем, если поголовье увеличится, туда куда-нибудь, да, за деревней пойду так.
пастбищу найду. Она не привязанная, да? Да, она вот так вот, пока вот так ходит, ну тут и изгорожена, только смотреть надо. Социальный контракт – это вид государственной социальной помощи, оформляемый в виде договора между нуждающимся гражданином и органом социальной защиты. В этом году по нашему району распределено по основным направлениям социального контракта 44 квоты на сумму 13 миллионов 700 тысяч рублей, 12 квот по направлению поиск работы. По этому направлению осваиваемая сумма зависит от исполнения пошаговых мероприятий индивидуальной программы. Васитома Васильевна – многодетная мама приемной семьи. Талантливая жительница Верхнеуфалейска с помощью социального контракта в своем дворе построила салон красоты. Я начала свое дело с 2008 года. Как закончила, так сразу уже работать начала в своем улусе. Вот. В 2021 году в июле месяце получила социальный контракт по своему направлению, парикмахер и ногтевой мастер. Плюс еще обучение было. Переквалификация на колориста. Сейчас уже работаю. Вот новое здание построили с мужем вместе и начали свое дело. Вот. А потом в 2021 году, вот когда получила 250 на оборудование было, я на это купила зеркало, мойку, вытяжку и материалы, расходники. Там уже много получается, тоже можете от себя прибавить. И по сей день работаем по записи, очень хорошо. Клиенты идут. Хотелось бы сказать первоначинающим не бояться и идти вперед. Кто угодно может получить социальный контракт. Сейчас в наше время много людей занимаются у себя дома. Поэтому можете очень удобно в каком-нибудь доме-уголке своим делом заниматься. Некуда девать эту воду. А мы эту воду используем для одежды. Буяк, да. Кристаллическая вода. В этом году мной уже закуплено оборудование, в том числе емкости в общем объеме 6 кубов и септик на 10 кубов. Скоро мы закопаем эту септик и начнем работу в полноценном режиме. Мы будем предоставлять услуги и прачечной, самообслуживания. Население сам приводит свое белье для чистки. Для населения будут установлены социальные цены, в том числе будут предоставлены скидки для малообеспеченных, инвалидов и членов их семей, а также для семей участников специальной военной операции мы будем безвозмездно предоставлять нашу услугу. Время работы наше с 9 часов до 9 вечера. Принцип работы нашей прачечной самообслуживания, то, что клиент сам приводит свое белье на чистку, отдает специалисту, и по истечению некоторого времени он приходит и забирает уже высушенную одежду, чистую высушенную одежду. В межсезонье у нас есть услуга такая, как чистка пуховиков и чистка покрывал. Не у всех у нас в нашем населенном пункте есть благоустроенные дома, в том числе стиральные машины, и они могут избавиться от таких повседневных ежедневных хлопот, как стирка одежды, и перенести к нам, и в течение буквально 2-3 часов забрать уже кристально чистую, свежую одежду. Цель социального контракта – помочь малоимущим гражданам и семьям с детьми, которые находятся в тяжелой ситуации, связанной с низким доходом. Контракт может быть заключен на поиск работы, на открытие своего дела, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные цели. Хотелось бы обратить внимание в первую очередь на социальные контракты, направленные на поиск работы. Это направление необходимо тем гражданам, которые уже состоят на учете в Центре занятости,
в качестве безработного или ищущего работу. Социальный контракт на поиск работы можно заключить до 9 месяцев. В течение 4 месяцев выплачивается сумма, которая необходима для поддержания гражданина. Она равняется величине прожиточного минимума 23 187 рублям. Это величина прожиточного минимума, определенная на первое полугодие этого года в республике. Вначале при заключении такого направления социального контракта единоразово предоставляется первая сумма, затем гражданин подбирает себе работу, трудоустраивается, и после этого в течение 3 месяцев выплачивается, когда он уже трудоустроен, ежемесячно по 23 187 рублей. Еще одно направление социального контракта – открытие собственного дела и регистрация гражданина как самозанятого. Сумма социального контракта на данное направление достигает 350 тысяч рублей, срок договора до 12 месяцев. Воспользоваться этим направлением могут граждане или семьи с детьми с доходом ниже прожиточного минимума. Можно развивать, к примеру, сантехнические, парикмахерские, клининговые, бытовые услуги, ремонт компьютеров, макияж, педикюр, маникюр, шитье и тому подобные услуги. Главной цели социальной политики в районе – последовательному повышению уровня качества жизни для отдельных категорий граждан, особенно малообеспеченных групп населения, пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. В связи с этими праздниками я хочу поблагодарить дорогих моих коллег. Мне очень приятно работать с вами бок о бок. Все вы надежные люди, хорошие специалисты. Мы отличная команда. Желаю всем успеха, достижений, признания. И спасибо за совместную работу. Социальный работник – это социолог, психолог, врач, учитель. Их работа связана с постоянным общением, умением выслушать и помочь в трудной жизненной ситуации.